Здравствуйте. В эфире программа «Город». В студии Роман Ярыгин. Коротко о главных темах выпуска. Вместо газовой плиты электрическая, вместо сливных бачков – ведра. В Новый год жители дома по улице Короленко остались без удобств. Повышение платы за детские сады, индексация пенсий и рост материнского капитала. Что нас ждет в наступившем году? Новый год за решеткой или, простите Христа ради. Как сидящие в колониях и изоляторах встретили Новый год и за что просят прощения? Новогодняя ночь в Казани прошла без особых потрясений. На 49 елочных площадках круглосуточно дежурят сотрудники патрульно-постовой службы. Всего в республике за порядком в праздничную ночь следили около 2000 полицейских. Конечно, не обошлось и без происшествий. За праздник более 150 раз выезжали по тревоге пожарные. В Татарстане произошло 20 пожаров, в которых 2 человека погибли, 3 пострадали, 7 удалось спасти из огня. Сегодня в Бугульме, в 4-комнатной квартире на 1-м этаже по улице Энгельса, в результате детской шалости произошел пожар. В это время в квартире находился один взрослый мужчина 75-го года рождения и 5 несовершеннолетних детей. Все 6 человек были спасены сотрудниками Бугульминского гарнизона пожарной охраны. Однако 2 девочки 2008-2006 года рождения получили тяжелое отравление угарным газом и были госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям республики с просьбой оградить детей от источников огня, еще раз напомнить им элементарные правила пожарной безопасности. Морозы возвращаются. Завтра в республике ожидается существенное понижение температуры. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни похолодает до 23 градусов мороза. Заметно похолодает уже завтра днем. Термометры покажут минус 12 градусов. А ночью как раз и ожидается мороз до минус 23. Такая погода сохранится 4, 5 и 6 января. Вместо газовой плиты электрическая, вместо сливных бачков – ведра. В новогодние праздники жители дома 109 по улице Короленко остались без элементарных удобств. И это лишь часть бед из тех, что обрушились на жильцов. Единственная душевая на этаже была разрушена рабочими. В итоге жителям дома просто негде было помыться в канун Нового года. А сходить в баню оказалось удовольствием дорогим. В полувековом доме побывала Эльмира Галиахметова. Ну, это, видимо, в связи со взрывами, что многочисленными. Но это еще у нас... Почему у нас, допустим, мы вызывали газовиков, газ на кухне не закрывает некоторые. Вот, может быть, в связи с этими жалобами. О том, что в этой коммуналке газовые плиты поменяют на электрические, жильцы узнали месяц назад. Но поскольку толком им ничего не разъяснили, люди боятся, что платить за коммунальные услуги придется больше. Они у нас даже не спросили. Я пришла с работы, здесь смотрю, здесь очень грязно. Спрашиваю, говорит, здесь у нас, говорит, будет электрическая плита менять. И все. Мы даже никто ничего не знал. Потом смотрим, что душ не работает тоже уже целый месяц. Это куда годится? Целый месяц душ не работает. Мы же каждый раз не можем в баню пойти мыться. И просто столько деньги платим, и никакого удобства нет. Это тоже. Из Алины квартиры так не платят, как мы за эту комнату платим. Всю жизнь так живем, все это надоело. Грязь вот эта, вечно то воды нет, то света нет. Все это надоело. Но ходили мы, не раз ходили вживую. Вот целый месяц мы моемся в этих ванночках. Воды нет. Душ на ремонте уже целый месяц. Мы вот как должны чулипаться в этих ванночках. Единственную душевую, в которой мылись все жители этажа, перед Новым годом рабочие разломали. Закончить работы в срок не успели. В итоге людям пришлось мыться в комнате для стирки белья и в ванночках для детей. Мы никуда не можем идти. Мы платим и так много. И еще в баню ходить. У нас нет столько денег ходить в баню. Душевая необходима. Мы все хотим жить, как говорится, в изолированных квартирах. Раз нет изолированных квартир, хотим жить со всеми удобствами. В конце концов, век-то у нас не каменный. Когда же закончится мытарство жильцов, известно лишь жилищникам. Но они сегодня отдыхают. Новогодние каникулы продлятся до 8 января. И все это время жильцам придется терпеливо ждать, когда закончатся новогодние праздники. И жилищники соизволят выйти на работу. Эльмира Галиахметова, Гульниза Мудинова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».
Пьяный водитель на автомобиле Nissan на перекрестке улиц Вахитова и Декабристов на большой скорости протаранил несколько машин. В аварии пострадали 3 человека, среди них маленький ребенок. Не следует садиться за руль в нетрезвом состоянии. Не надо садиться за руль пьяным. За это все придется отвечать. После прогноза погоды перехват деталей происшествий. Внимание автомобилистов! С этого дня полностью закрывается движение по улицам Тихомирного, Роща Фрунзе и Туфана Минулина. Эти улицы будут закрыты вплоть до 10 января. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. Объехать закрытые участки можно будет по улицам Петербургской, Островского, Салимжанова, Вишневского, Эсперанто, Бутлерова. С 1 января в Татарстане повысилась плата за детский сад. Одновременно с этим непопулярным шагом власти вводят меры поддержки, которые должны компенсировать родителям значительную часть платы за дошкольные учреждения. Изменения связаны с новым федеральным законом об образовании. Кроме того, с нового года в России вырос размер материнского капитала и увеличилась минимальная заработная плата. Кому придется раскошелиться на детский сад, а кто, наоборот, не заметит повышения? Об этих и других нововведениях Нового года Ирина Субеева. К уже действующей федеральной компенсации за детский сад вводится дополнительная. Она полагается семьям, чьи доходы не превышают 20 тысяч рублей на человека в месяц. У кого планка выше, плата вырастет ощутимо, практически на 900 рублей. Если доход в семье меньше 10 тысяч на человека, рост составит 261 рубль. В случае, если один ребенок, 90 рублей для семей с 2 детьми, там, где 3 и больше, вообще будут платить меньше на 15 рублей. Вот как прокомментировал изменения премьер-министр, отвечая в конце декабря на вопросы ведущего программы «Тема». Речь идет не о том, чтобы повысить просто. Речь идет о том, чтобы тот, кто ездит на «Мерседесе», он платил полностью. А тот, кто работает, например, уборщицей в бюджетном учреждении, она, соответственно, получила максимальную субсидию. И речь идет сегодня о том, что одновременно с повышением цены именно выстроена система выплаты субсидий, которая позволяет тем, кто нуждается, тем, у кого действительно нет возможности оплачивать, дать такую возможность. С нового года на 20 тысяч вырос материнский капитал. Теперь его сумма составляет 429 400 рублей. Кроме того, с 1 января увеличился размер минимальной заработной платы. Теперь это 5554 рубля. Что же касается пенсий, то в наступившем году индексироваться они будут дважды – 1 февраля и 1 апреля. Само пенсионное законодательство претерпело изменения. Например, с нового года в страховой стаж родителей, необходимый для начисления пенсии, включено время ухода за 3-м ребенком. Другими словами, этот период увеличен с 3 до 4,5 лет. Право выбора продлили на 2 года. До 31 декабря 2015-го предстоит определиться с будущим пенсии. Варианта 2. Либо пенсия состоит из страховой и накопительной частей, либо же только из страховой. В первом случае 6% страховых взносов будет перечисляться в накопительную часть и 10% в страховую. Во втором 16% в страховую часть. Страховая пенсия – это пенсия, которую гарантирует государство в случае, если гражданин отработал определенный период времени, ну, допустим, в данном случае по новой формуле это минимум 15 лет, он за протяжении всего этого времени перечислял страховые взносы и достиг определенного возраста. В этом случае назначается страховая пенсия. Накопительный элемент – это возможность гражданина самому формировать свою будущую пенсию за счет инвестирования в негосударственный пенсионный фонд, либо государственной управляющей компании. Это принципиальное отличие. База для начисления страховых взносов повысилась и составляет 624 тысячи рублей. А вот страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, наоборот, снизились. С нового года на госслужбу не примут тех, кто не служил в армии без законных на то оснований. Героев труда России по социальным гарантиям приравняли к героям соцтруда. Повысились пенсии инвалидам вследствие военной травмы и проиндексированы выплаты подвергшимся воздействию радиации. На 33 рубля больше каждый месяц теперь помощь для детей-инвалидов. Кроме того, повышен размер ежегодной денежной компенсации инвалидам на собак-проводников и на 5% проиндексированы все социальные пособия. А еще на эту же сумму повысились страховые выплаты.
Труд иностранцев в розничной торговле отныне под запретом. Речь идет о палатках, рынках, местах вне магазинов и аптеках. Еще одно табу наложено на продажу сим-карт с рук. А банки отныне обязаны информировать своих клиентов обо всех операциях с их картами. Акцизы на бензин, алкоголь и табак рассчитают по новым правилам в сторону поэтапного повышения ставки. Другой закон проследит за качеством пива, введен новый госстандарт. Еще из нововведений транспортный налог для дорогих авто стал больше. Список машин опубликует Минпромторг до 1 марта. Размер выплаты привяжут в том числе и к возрасту железного коня. Ирина Субеева, Рустам Кадыров, телеканал «Эфир». Новый год за решеткой. Более 500 тысяч человек сегодня отбывают наказание в исправительных учреждениях республики. В новогоднюю ночь никаких послаблений для осужденных сделано не было. В виде исключения в праздничную ночь приступившим закон разрешили лечь спать на несколько часов позже, а по местным телевизорам транслировали поздравления начальников колоний. Понятно, что позвонить и поздравить своих близких у этих людей возможности не было. Но наша телекомпания дала им такой шанс. Накануне Нового года наша съемочная группа побывала в колонии номер 19, где некоторым заключенным разрешили выступить с телеобращением к своим близким. Айгуль Низамутдинова собирала поздравления тех, кто уже много лет отмечает Новый год не в кругу семьи. Эти фотографии Владимир пересматривает каждый день. На свободе у него остался сын. Для маленького Дани папа улетел в космос и якобы оттуда шлет ему привет. Данечка, солнышко, ты самый любимый мой сынок. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты вырос большой, умный. Не летал в космос, как папа это сделал, чтобы слушался маму, в школе учился хорошо. И, не переживай, сынок, я приду, и все будет у нас хорошо. Я буду постоянно с тобой находиться, я от тебя никуда не уйду, буду с тобой только постоянно. Булат Касимов здесь уже 3-й год. И все это время он вымаливает прощение у одного единственного человека – у мамы. Он даже посвятил ей песню. Мама, прости, прошу меня пойми за причиненную боль за эти дни. Прости, что я так редко тебе это говорю. Всего 4 слова, мама, я тебя люблю. Мама, прости, прошу меня пойми за причиненную боль за эти дни. Прости, что я так редко тебе это говорю. Всего 4 слова, мама, я тебя люблю. Как-то, не очень приятно, конечно, все-таки, когда мама приезжает в тюрьму, именно в тюрьму к родному сыну. Я жалею об этом, потому что я здесь нахожусь. Я их очень сильно люблю, и, с Новым годом их поздравляю, В сравнении с другими, у Руслана Фархиева самый большой срок. Он сел на 11 лет за убийство. Дома его ждут родители и старенькая бабушка, за которую Руслан переживает больше всего. Ведь может так случиться, что своего любимого внука она просто не дождется. Между тем, Руслан уже твердо решил, когда выйдет на свободу, начнет жизнь сначала, так, как его учила бабушка. Хочется пожить нормально, как говорится. Поэтому уж и жизненные взгляды все изменились. Хочется уж семейного тепла, как говорится, чтобы жена, дети, как у всех нормальных людей. С такими мыслями, как говорится, живем, стараемся, чтобы быстрее дома оказаться. Сегодня у нас процедура психологической диагностики. Эти полгода, которые Динар Магизянов провел за решеткой, полностью перевернули его жизнь. От него отвернулись все, кто раньше называл себя друзьями. Остались только родители, которыми он порою пренебрегал. Кроме родителей тебя никто не поддерживает, можно сказать. Самые близкие люди — это наши родители, мама, папа. У меня одна еще сестренка, бабушки, дедушка, сестры. А по поводу друзей, ничего не могу сказать такого, чтобы хорошего. Когда съемки в колонии уже завершались, к нам снова подошел Владимир Ильичев. Он забыл передать привет бывшей супруге. И пусть сейчас они в разводе, Владимир надеется, что когда-нибудь она его все же простит ради сына. Я понимаю, конечно, 8,5 лет срок, это, ждать тоже там каждый не будет, но я понимаю как человека, то есть, ей тяжело там, само собой. То есть, они все равно для меня сын, жена, родители самые,
То есть я вообще никогда не причиню той боли, которую до этого я причинял. Не физической, а просто моральной, душевной какой-то боли. Айгуль Низамульдинова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Продолжим после рекламы. В России наступил год культуры. Чем запомнился 2013? И об этом специальный репортаж Дмитрия Пивоварова. Ню как производственная необходимость. В Набережных Челнах для съемок корпоративного календаря использовали обнаженных, залитых молоком офисных работников. Продолжаем. Первым ребенком, родившимся в новом году, стала девочка. Она появилась на свет в роддоме на Большой Красной в 5 минут первого. Об этом сегодня сообщают в Управлении здравоохранения. Всего в новогоднюю ночь в Казани родилось 15 малышей, 5 мальчиков и 10 девочек. В канун Нового года, 31 декабря, в брак вступили 6 пар. Последней парой прошлого года стали Сергей и Ирина. Их имена внесены в книгу почета Центра семьи «Казан», сообщают в Управлении ЗАГС исполкома города. В России наступил год культуры. О том, что запомнилось казанцам и гостям города в прошедшем 2013 году, расскажет наш культурный обозреватель Дмитрий Пивоваров в первой части специального репортажа. Прошедший год в республиканских учреждениях культуры невозможен без знака минус. Это уход тех, без кого немыслима театральная жизнь республики Юнона Карева, Владимир Чигишев и образовавшаяся пустота в поисках нового лидера, а также безвременье и пустота в отсутствии репертуарной политики Качаловского театра. Это то, чего не вырубишь топором. Одна из громких премьер уходящего года – «Гамлет. Сцена в Синчуринском театре». Это своего рода подвиг и в эстетике театра, и 20-летнем пребывании на посту главного режиссера Рашида Загидуллина. Есть такие моменты, там, как «Бедный Йорик», да, или «Быть или не быть». «Быть или не быть» – вот большая проблема самой фразы перевода на татарский язык. Мы ее оставили в оригинале. Балет «Золотая Орда» удовлетворил вкусы и ценители национального искусства и амбиций великих. Дорогостоящая история обнажила великолепный пласт актерских работ, сценографию и не только. Я сам тоже больной, и вот буквально вчера у меня еще была температура, сегодня, на удивление, ее нет. Кстати, оперный театр стал первым в международном проекте по случаю 400-летия дипломатических отношений между Россией и Нидерландов, открывший творческую культурную программу между Россией и Голландией. Из Барбизона прямо в Казань выставка французских импрессионистов стала самой знаковой из всех выставочных проектов года. Однако были и свои фишки, например, экспозиция фоторабот Александра Родченко. Казань стала свидетелем приезда звезд мега-класса. Прошло это весьма деликатно и спокойно. Видимо, созрели. Но это была реакция на лицемерие, на неправду, которая нас окружала, и на то, что идеалы никак не подтверждаются в жизни. Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян! Серьезно? Окончание обзора в завтрашнем выпуске программы «Город». Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир». Более 100 литров молока ушло при создании откровенных образов. Крановщицы из Набережных Челнов снялись для корпоративного календаря, не очень беспокоясь о том, что на них надето. Это подарок для партнеров и друзей завода. Причем на предприятии фотосессии в канун Нового года стали доброй традицией. Правда, до этого девушки фотографировались в исторических костюмах.
Как решение сниматься без костюмов встретили семьи непрофессиональных моделей, расскажет Юлия Шабанова. Приемная, добрый день. Скромный макияж и корпоративный дресс-код. Так Олеся всегда на работу ходит. Однако на съемках фотограф разрешил ей остаться только в босоножках. В такой фотосессии, когда тебя обливают молоком, я принимала первый раз участие. Сначала молоко было холодным, то есть, что даже было как бы приятно, потому что лето, мы снимались летом, была жара, вот, но потом оно согревалось и было как-то уже, не очень, вот как девушке, приятно. Да? Мне нравится фотография. Единственное, что очень многие меня не узнают. Говорят: Олесь, нет, это не ты. Мы не верим, что это ты, вообще-то на себя не похожа. Счет 29. Мама двоих малышей Екатерина тоже разделась, не раздумывая, хотя реакции мужа все же побаивалась. Но муж у меня вообще нормально реагирует. Он, в принципе, всегда гордился конкретно мной. Так что я горжусь тем, что он гордится мной. Все нормально. Мужу понравилось, он унес на работу, и все последующие календари у него успешно там висят. Больше всего молока на этой необычной фотосессии ушло на создание образа русалки. 8 литров молока было на одну девочку. И молоко должно было быть конкретной концентрации. То есть определенной концентрации. 2,5. А почему? Как объяснил нам Игорь, что оно скользит по телу и ложится ровно. Эта фотосессия не первая на заводе, зато самая откровенная. Для корпоративных календарей здесь снимаются каждый год. Но до этого были просто исторические образы, которые, видимо, иссякли. Поэтому здесь и решились на ню. Мужская часть коллектива всегда реагирует замечательно, потому что всегда приятно посмотреть на своих девушек в разных образах, в разных интерпретациях, всегда по-разному. То есть каждый год все ждут календарь. Как и все, думали сделать какой календарь. Думали и захотели сделать не как у всех. Все вместе посидели, посовещались, посмотрели на наших девушек. Почему бы нет? Больше всего времени ушло на обработку фотографий. Процесс растянулся на несколько месяцев. 12 девушек на 12 страниц календаря снялись еще летом. На все про все ушло более 100 литров молока. И после успеха корпоративного ню коллектив уже задумался о создании нового календаря на следующий 2015 год. Юлия Шабанова, Анастасия Елисеева, Дмитрий Рыженко. Телеканал «Эфир». После короткой рекламы Марсель Бекбаев поговорит в основном о хоккее. Ведь уже завтра игры в КХЛ возобновляются. Чемпионат континентальной лиги по хоккею не берет такого длительного перерыва, как баскетбольный или волейбольный. Футболисты не в счет. У них так составлен календарь с антрактом вплоть до марта. Уже в первых числах января соревнования мастеров клюшки возобновятся. Специалисты подвели итоги выступлений хоккеистов за весь календарный год. И выяснилось, что финский нападающий Акбарс Яни Песанин провел 10 шайб, которые открывали счет в своих встречах. Это рекорд. Молодой казанский вратарь Эмиль Гарипов продемонстрировал фантастический процент отраженных бросков 95. Алексей Терещенко забил самый быстрый гол. Защитник Илья Никулин проводил на льду в среднем почти 25 минут. И не случайно его называют основным кандидатом на участие в Олимпийских играх в Сочи в составе российской сборной. Данные игры возьмут старт уже в феврале. Американцы сегодня озвучили свой состав на Олимпиаду. Все игроки представляют Национальную хоккейную лигу. На предыдущих белых играх в Ванкувере выступали 13 из них. Там звездно-полосатая дружина завоевала серебряные медали, а Россия, как известно, проиграла в четвертьфинале Канаде со счетом 3-7. Тем временем американцы убедительно доказали, что на эту игру в коробке со льдом может собираться внушительная и даже рекордная зрительская аудитория. Ради нее необходимо выйти из помещения на свежий воздух. На зимнюю классику Detroit Red Wings Toronto Maple Leafs было продано 105 491 билет. Цвета красных крыльев, как известно, защищает член олимпийской сборной страны Павел Дацук, который в свое время играл за казанский Акбарс. В отчетной встрече ему отличиться не удалось, а сама команда Детройт потерпела поражение со счетом 2-3 в серии послематчевых буллитов. Грозненский Терек не стал продлевать аренду футболиста казанского Рубина Ивана Темникова, и он возвращается в стан татарстанцев. Наш клуб, который в ближайшие дни обретет нового главного тренера вместо Курбана Бердыева, первый сбор начнет 11 января в Турции. Марсель Бекбаев, телеканал
эфир. Поддержим зоопарк. Общественное движение под таким названием появилось в Казани. В чем нуждаются обитатели городского зооботсада? Об этом расскажут сегодня в теме с Сергеем Шерстневым волонтеры Анастасия Арапова и Лидия Сергеева. Сейчас прогноз погоды, затем перехват, не пропустите.